В ходе беседы с хранителями музейных экспонатов Муса Ачилеев интересовался проводимой ими работе в плане выявления, изучения и сохранения историко-культурного наследия ингушского народа, тем, как подбираются материалы, осуществляется их анализ и систематизация. В частности, речь шла о работе Государственной закупочной комиссии, созданной по инициативе председателя правительства, которая приобретает у частных коллекционеров предметы старины, представляющие историческую ценность, и передает музею. Вот эта вот вещь, конечно, совершенно уникальная. Для нас этот подарок, я считаю, что бесценный. это для всех. Я гонялся очень долго. Это, вы знаете, это исключительная вещь. Это меч аланского князя. Это однозначно. Да. Потому что все об этом говорит. Так что... Так, и Ятаган, это у нас первый экземпляр, Да. он к Османской империи там относится. Да. У нас на Кавказе как-то, может быть, он появился, потому что наши участвовали в этих боях. Также председатель правительства пообщался с группой специалистов из Санкт-Петербурга, которые занимаются автоматизацией музейной деятельности. Ингушетия первой на Северном Кавказе решила воспользоваться услугами КАМИС. С помощью него в музеях создаются интегрированные базы данных музейных коллекций, включающие различные среды. Мы занимаемся автоматизацией музеев по всей стране. Да. Вот ваши музеи первые на Северном Кавказе автоматизируются сразу все. Поэтому смогут и для своих фонды учитывать по всем правилам, и для посетителей выставлять, если вы им поможете сделать сенсорные экраны, чтобы они могли приходящим показывать всю историю. Можно показывать, сменные выставки делать. И, конечно, нужно в интернете вам расширять представительство музеев. Это очень важно, чтобы могли, сидя дома, так сказать, посмотреть экспозицию музея через как раз-таки интернет и вот те новшества, которые мы сегодня имеем. Но должен вам сказать, что когда заходишь в музей, это абсолютно иной дух, это аура, это захватывает. И нужно все же людей приучать к тому, чтобы люди приходили в здание музея. Потому что каждая из этих работ, каждая из тех работ, которые она несет в себе определенную энергетику. Вот этот ковер, я пока там стоял, у меня ноги к нему прям тянет к нему и все. Поэтому это не заменит. Нет, конечно, никакой интернет. Генеральный директор КАМИС Юрий Лошак также добавил, что специалисты из Ингушетии будут обучаться на базе КАМИС в Санкт-Петербурге. Луиза Нальгиева, Мадина Марзиева, Вести, Ингушетия.